Ирина Бетту родилась в поселке Хита в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Это один из самых северных населенных пунктов России. По национальности она долганка. Но в 1988 году она переехала в Верхневилюйский Улус и осталась здесь навсегда. У нее есть муж и 3 детей. Наш разговор начался про ее знакомство с Якутией на долганском языке. Мой язык, да, похож с якутским, как бы, да, долганский язык. Но сюда я приехала, были трудности, потому что я говорила на своем долганском языке. И меня вроде бы понимали и не понимали. Вот. Поэтому, когда приехала, то отдельные слова говорила на своем языке, но как-то не могли, в смысле, не понимали, поэтому в основном по-русски говорила. Менталитетом очень трудно было мне. Как бы у нас северные народы-то, мы слишком прямолинейные, говорят. Мои коллеги по работе так и говорят. Она опять свой северный характер показывает. Если я говорю да, то да, если нет, то нет. Вот. В этом плане, да, очень трудно было. Люди, которые здесь живут, им очень трудно понять, как люди живут на севере. Вот этот поселок Жданиха, он находится уже на реке Хатанга. Это где сливаются 2 реки, Хита и Котуй. Она очень большая река. Сюда входят уже морские корабли, заходят. Они к берегу не подплывают, например. Если мы приезжаем летом туда, то надо нам спускаться с катера, с большого парохода на лодку спускаемся. И только потом лодка нас до берега доводит. Дома там, конечно, очень, как бы сказать, топятся углем. Не такие обычные печки, но топятся углем. А здесь дровами топили когда-то. Чем больше всего люди там занимаются из сельского хозяйства, например? Кого разводят? Там у нас охота и рыболовство. Охотятся на оленя дикого, на гусей. Зимой там куропатки, зайца, они на петли только ловят. Ну и рыболовство. А вот если сравнивать здесь, как жили, когда вы приехали? Больше чем занимались? Хозяйство, да? Нет, и хозяйство тоже, и как тут жили люди, на ваш взгляд, когда вы только-только приехали? Я очень удивилась, когда сюда приехала, потому что я же выросла в тундре, как бы, да, я видела только, знала оленеводство и рыболовство, да, а сюда приехала, меня очень удивило, что здесь растет картошка, что здесь коров держат, свиней держат, и тут у всех есть огороды, вот, это меня очень удивило здесь. Земля значительно совсем другая получилась. Да, потому что дефицит у нас на севере-то, продукты, когда завозят, именно то, что картошка у нас никогда, когда привозят картошку, она оказывается раннего сорта, оказывается. Она потом портится быстро. На севере это очень проблема была, да. Здесь-то, конечно, очень хорошо. Здесь все растет, меня это удивило. Растет земляника, смородина, вот эта брусника растет, все. Очень. Тайга большая, лес большой, тут поля есть, оказывается, луга есть. Вот. От первого мужа у меня 3 детей, 3 девочки. Старшая в 89-м году родилась. Близняшки у меня в 93-м году родились.
Так что в то время была очень большая разница. В 89 году, когда я родила старшую дочку, в роддоме места не было. Такая ситуация была. А вот уже когда в 93-м рожала своих близняшек, нас в роддоме было всего 6 женщин и 7 детей. Вот такая ситуация была. В клубе я начала работать в 95 году, с января месяца. Так. Жила одна, там 7 лет почти 7 лет. Но потом я познакомилась со своим вторым мужем в 2002 году, а в 2003 у нас появился мальчик, сын. Так что у меня 4 детей. Вот. С мужем своим мы начали строить дом, и хозяйство завели. Ирина Ивановна с мужем Анисимом Павловичем держат большое хозяйство. У них есть и коровы, и лошади. Каждое лето обязательно сенокос. Она рассказала про свои эмоции, когда устроилась работать на ферму совхоза и вблизи впервые увидела скот. Устроилась на работу в совхоз Исидора Барахова, учащийся молока. А этот комплекс же, он большой, ферма большая была. Я первый раз, когда подошла, это у меня было после первомайских праздников. Туда подхожу, и там двери открылись, и выскакивают большие коровы, которые первый раз, оказывается, выходят на свежий воздух, и они прыгают. Увидев таких коров, я вообще стояла там, не подходила. Потом один мужчина, сосед мой, подходил, говорит: что стоишь, говорит. Я говорю: боюсь, ну пойдем со мной. Я за ним. Вот так и зашла в коровник. Ну хорошо, там аппаратами же доили. Вот, ну, конечно, с аппаратами там научились доить. А руками потом, вот, очень, когда своих коров только начала. К своим я уже умею, да, доить уже умею. Ну вот, мой муж, когда познакомились, посадил на лошадь. Вот так и приехали. Вот. У него лошадь была у отца, как бы, да. И все. Ну, конечно, лошадей я люблю. Когда мы с ним вместе жили, уже все начали. Хозяйство у нас появилось от одного теленка. Вот. И вот теперь вот 8 голов держим. Лошадей у нас много, 20 с лишним голов. Ну, лет у нас как обычно на работе. Работаю. В хозяйстве, конечно, проблемы начинаются с весной, с отелом коров, вот, хозяйством, за кобылками смотрим. Муж мой работает в сельхозтехнике, и поэтому нам его предприятие как бы помогает очень хорошо. Мы сено косим, он косит почти что. Я-то ничего не знала. Все мой муж знает, конечно. Я ему только помогала. Но правда, потом, когда уже научилась, ну, первую помощь оказывать, там ветеринаров зову, если что. Ругаемся с ветеринарами, дружим с ветеринарами. Иди сюда быстро, говорю. Ирина Ивановна всегда была активисткой, состояла в разных общественных организациях. Также она является депутатом Наследного совета. Это уже ее 3-й созыв. Это было 2007 по 2013 год. Второй раз я была уже 2017 по 22 год, да? По 21 год. Потом с 21 вот сейчас тоже на 3-м созыве состою. А вот как это у вас начиналось? Какие мысли были, когда вы впервые стали депутатом? Из-за чего, может? О чем тогда думали? Какие причины были?
Ну, в то время я еще была вот как бы микрорайоном Тюльбе-Халайс, это как бы руководителем микрорайона своего. Вот. Ну, постоянно мы в конкурсах участвуем, соревнуемся. И у нас даже есть кубок, когда как по волейболу мы 4 года подряд выигрывали. И кубок у нас остался в нашем микрорайоне. Так. Ну, постоянно активно участвую уже в жизни наследия, поэтому вот депутатом стала. Острые проблемы, какие были, с головой мы решали. Вот. Я считаю, что депутат должен активно участвовать в жизни наследия. Ну, может быть, я потому что работаю в клубе, у нас постоянно там, то организации должны быть, то местные микрорайоны должны участвовать. И вот потом эти общественные организации должны участвовать. Так получилось, что я на всех участках. Депутат должен обладать качествами, смелый должен быть депутат, общаться с людьми должен, с начальством общаться и вот разрешать конфликты. Я считаю так. Таким должен быть. Ирина Ивановна – любящий сцену артист и руководитель мини-театра «Мокас» с юмористическим контентом. Недавно они отметили 20-летний юбилей. Ну вот, как начала работать в клубе, начала-то я с уборщицей же, потом охранником работала. А вот МОКАСы, у нас официальное открытие МОКАСа было в 2001 году, как бы, да. А до этого самодеятельностью мы занимались. И вот весь наш коллектив, как бы, очень ранний, мы очень давно играли. Ну, 98-97 года начали играть в основном коллективе. Официальный 2001 год был. Руководителей у нас было много. Первым руководителем у нас была Абрахова Виктория Николаевна. С 2007 по 2012 год руководитель была Васильева Ирина Васильевна. В третьем составе у нас руководителем был уже Тайтонов Иван Александрович с 2017 года по 2022 год. В связи с обстоятельством, что он переехал в город Якутск, руководителями сейчас я являюсь, да. А какие роли исполняли? О, я в МОКАСе роли у нас обычно я участвую в музыкальных сценках. Репертуар у нас, конечно, о юморе. Так. Ну вот у нас самый главный актер наш Николаев Вячеслав Николаевич. Он у нас очень хорошо играл Берку Сердючку, обыгрывал, да, в музыкальных сценках. Ну, про смешные ситуации в семье, про любовников, любовниц, ну, много смешного, что в жизни есть, да, показываем. В гастроли мы ездили тоже, в основном, по Верхневилюйскому Улусу. Вот, постоянно ездим в село Хоро на это Саска Мечарь Дерден. Конкурс такой есть у нас, смеха. Вот. С участием Вячеслава мы ездили в город Якутск, в цирке выступали. Там было время, какой-то конкурс был смеха. Это было в каком году? 10-м, 12-м, где-то так было. Так, и еще мы ездили. В Заречный Улус ездили? В Нюрбинском Улусе, вот где у него
где наш Славик родился, в село Оды ездили. Это и по пути как-то в деревне же есть Кангаласы, вот туда ездили. А так вот. В Белюйске и в Нюрбе были, ага. Отдельная история про национальную одежду. У долган говорят, одежда без орнамента не имеет души. Главная примета долганского костюма – искусные и разнообразные орнаменты. С собой я привозила, что, конечно, у меня с собой были только унтайки и вот меховые шапки. Как бы, да. Ну, сколько лет прожила-то. Девочки мои всегда в унтайках ходили, всегда в шапочках были. Вот. Меховые шапки носила я, да. А вот, конечно, одежду не могла привезти, потому что здесь очень тепло и очень много живности, вот этих молей. Вот, например, мой вот этот бабушкина одежда, бабушкин костюм, он же почти из шкуры оленя, как бы. Вот это вот хорошая часть сукно, и вот эта часть из бисера, которая шьется. Это фото где сделано? Где сделано фото? Это вот родина отца, поселок Жданиха, Красноярский край. Вот. Жданих один называется. Вам сколько тут? А? Сколько лет? Здесь нет, это я в 2005 году ездила. Вот. А часто домой ездите к родственникам? Нет, не часто. Очень трудно было выбивать вот этот проезд в отпуск. Вот это больная тема была. Наверное, поэтому стала депутатом. Да, основные узоры, да, наши. Когда я ездила последний раз, последний раз я ездила в 2013 году. С сыном и с племянником ездили. И вот после той поездки, когда одела, вдруг решила шить себе, потому что оттуда не могу привезти. Оно очень тяжелое, потому что это снаружи только вот так вот, а внутри меховое должно быть. Так, у нас узоры так, основные вот. Сарбаньях дилдер, да? Вот. Ардайген дилдер. Я думала, называется Ардай, оно как бы чумы. Вот это вот основной узор. А вот это вот спереди, оно должно, 3 части должны быть. Это как бы верхний мир, средний мир. Вот. Все равно это как бы мифология идет. Вот здесь вот оно сзади обязательно должны быть. Это 2 полоски, как бы, да, оно след от нартов, говорят. Ну вот мужская и женская одежда, они отличаются. У мужского есть специально шьют нагрудник. Вот. И узоры они имеют, как бы сакральные. Они как бы, они интересный очень костюм. Всегда вижу, и у нас же у каждого дома была одежда. И оно как-то имеет защиту. Интересная очень долганская одежда. Узоры, они мужской и женское начало, оно как бы разные. Например, вот эти шапочки, они должны... Вот это женская шапка, а это мужская шапка. У женщины как бы вот, опять же, след от нарт, от оленей, вечное движение, жизнь дается. Вот это вот чум. А у мужчины вот это вот самый главный берег, затылок. Так и напишется, что у нас тут. Тюнюк тенахта нарывит, оказывается. Но оно как бы
Он должен смотреть, ну, охотник же, он должен все видеть моментально. Окошко, чтобы видеть, что сзади. Да. Вот, интересно. Очень интересно. Да, Маннык. А пробовали сшить якутскую национальную одежду? Ну, живя здесь, конечно, дочкам-то шили же. Мои дочки все шьют якутскую одежду. У всех есть платье халадай. Когда они в школе учились, вот каждый день, каждый год, в смысле, участвовали в конкурсах разных. Которые близняшки, они вообще у меня даже ахокай дылдар. Поют осокой. А, кстати, об этом. Вот национальные песни, помните? Ваши долганские. Песни пели? Нет. Нет, в смысле, помню-то, но здесь не пела. Ага. Песни наши как поют те, когда мама пела на долганском, да, вообще, она как бы рассказывала про себя, про свою жизнь, откуда она родом, откуда она приехала, или от чего она была обижена. Она все это пела, песни рассказывала. Как Олонхо. Как бы так, ага. А вот помню в детстве, как не Олонхо, но Олонхо, как бы, да, рассказывает тоже. Рассказ, но напевая все. Как бы напевают, ага. Вот. Ну, мы играли так вот. Ну вот дословно песни не помню. Ведь вот сейчас-то песни Агдо Аксеновой только поем. Да, у нас есть, была поэтесса наша, 73-го года уже была, она стала поэтессой. Единственная была, но сейчас их много увеличивается. Сейчас вы в Верхневилюйском Улусе единственная долганка, да, получается? Единственная долганка. Нет, нас двое. В Верхневилюйске? Ага. И в Анхое же есть. Моя сестра, сестренка. Гаврилия Полина Платоновна. В смысле, сестра, в смысле родственник или... До своего юбилея я не знала, что она у меня родственница. Я знала ее как землячку. А потом оказалось, что мы даже кровные. А вот в Якутске, в городе Якутске общины есть? Есть. И Ага. вы с ними общаетесь? Общаемся. В ассоциации. Вот недавно даже съездила в съезд. Восьмой съезд у нас произошел. Ну, с этим указом. Вот. Мы-то раньше как бы в ассоциации были, когда-то организовали на Международный день народов Севера. А наш Илдархан в 2023 году, он же издал указ, что в Якутии будут праздновать 1 воскресенье декабря, будут праздновать, не праздновать, а как бы День коренных. Отмечать. Будут отмечать День коренных народов Севера, проживающих в Якутии. Да. И вот этот съезд как раз после этого указа, он был организован очень хорошо. Мы были в правительственном доме, в актовом зале. Он первый день прошел. Второй день прошел в зале Илтумена. Третий день прошел уже во втором, белом доме правительстве, втором. Вот. И организация была очень хорошая. Так что Илдархану мы благодарны. Вот. У нас с распадом СССР у нас многих наших прав не стало. Когда я первый раз приехала сюда в 1988 году, там же существовали советские льготы. Вот.
Мои девочки старшие, они в детском саду бесплатно ходили. Это для меня льготой было. Так что я не знала про плату в детский сад. Это я уже потом вот, знаю. Конечно, много прав у нас как бы пропало, потому что я живу не там, где компактно проживают мои. Дом, конечно, там на родине пользуются всеми правами, хорошо. Здесь я живу, и вроде бы хожу на рыбалку, я хочу охотиться. И вот здесь вот мне вынуждена, я начала уже как бы и охот-билет приобрела, и заново начали учиться на ружье, вот, чтобы себя обеспечить. Сейчас Ирина Бетту свободно владеет якутским языком, пустила корни в намском наследии. Дети выросли, появились внуки, и она всем сердцем полюбила Якутию.